Здравствуйте, уважаемые студенты! Наша сегодняшняя тема, которую мы с вами будем обсуждать, она называется «Диуретики и средства, влияющие на миометрий». План нашего занятия. Первое. Понятие о мочегонных средствах или диуретики. Второе. Классификация диуретиков, их применение и побочные эффекты. Третье. Средства, влияющие на миометрий, их классификация и применение. Теперь цель нашего занятия. Первое. Студент должен знать понятие о диуретиках, то есть что такое диуретики, их классификацию, механизм действия, их применение, а также побочные эффекты. Второе. Студент должен знать о средствах, влияющих на сократительную активность миометрия, их классификацию, применение и побочные эффекты. Теперь давайте напишем, что такое мочегонные средства. Мочегонные средства, или же еще по-другому называются диуретики, натриуретики, салуретики. Это лекарственные средства, которые обладают способностью увеличивать количество мочи и изменять электролитный состав жидкостей организма, который осуществляется двумя путями. Первое – усилением фильтрации или же образованием первичной мочи. И второе – торможением реабсорбции электролитов и воды, что, конечно, в итоге приводит к увеличению диуреза. Классификация диуретиков. Диуретики по направленности действия подразделяются на 5 групп. Первая группа. Вещества, угнетающие функцию эпителия почечных канальцев. Эта группа, в свою очередь, подразделяется на 4 подгруппы. Подгруппа А – тиазидные, это дихлотиазид и циклометиазид, и нетиазидные – фуросемид, клоламид, оксадолин, диакарб и этакриновая кислота. Подгруппа Б – органические соединения ртути, это меркузал, промеран и новурит. Подгруппа В – ксантины, к которым относятся тимисал и эуфилин. Подгруппа Г – производные птеридина, триантерен. Вторая группа – антагонисты альдостерона, представителем которого является спиронолактон. Третья группа – осмотические диуретики, это маннит и мочевина. Хочу отметить, что осмотические диуретики широко пользуются при отеках головного мозга различного генеза, то есть при травмах и при инсультах. Четвертая группа – это кислотообразующие диуретики, аммония хлорид. И пятая группа – это средства растительного происхождения. Это листья толокнянки, хвощ полевой, березовые почки и ягоды можжевельника. Другая классификация. Диуретики по локализации действия подразделяются на 4 группы. Первая группа – это диуретики, действующие преимущественно на клубочки и увеличивающие скорость и объем фильтрации. Это сердечные гликозиды, эуфилин. Вторая группа
действующие на проксимальные канальцы, диакарб. Третья группа – диуретики, действующие на восходящую часть петли Генле. Это дихлотиазид, циклометиазид, хлорталидон и клопамид. Четвертая группа – диуретики, действующие на всем протяжении петли Генле. Фуросемид и этакриновая кислота. Вот и другая классификация мочегонных средств. По скорости наступления и выраженности диуретического эффекта мочегонные средства делятся на три группы. Первая группа – это мощные диуретики или диуретики быстрого действия. При их применении скорость наступления эффекта составляет от 10 до 40 минут, а продолжительность действия составляет 3-10 часов. При этом диурез увеличивается на 40-300%. К мощным диуретикам относятся петлевые диуретики, то есть это фуросемид или же лазикс-франтил, клопамид или бринальдикс, а также буметанид и этакриновая кислота. Вторая группа – диуретики средней силы действия. Эффект наступает через 1-3 часа, а продолжительность действия составляет от 6 до 18 часов. Увеличение диуреза 20-30%. К этой группе относятся ингибиторы карбоангидразы, это диакарбфанурид, тиазидные и тиазидоподобные средства, это гидрохлортиазид, гипотиазид и хлорталидон, а также астматические диуретики, это манитол или же манит, и производные пуринов, теофилин и аминофилин. И третья группа – слабые диуретики и медленно действующие препараты. При их применении скорость наступления эффекта от нескольких часов до 2 суток. Диурез увеличивается на 15-20%. К этой группе относятся калиесберегающие средства, это спирнолактон или же верошпирон, и триамтерен. Еще кислотообразующие диуретики, аммония хлорид, а также средства растительного происхождения. Это листья земляники, брусники, ортосифона, толокнянка, почечный чай, кукурузные рыльца и трава хвоща полевого. Теперь давайте мы с вами обсудим механизмы действия диуретиков. Петлевые диуретики. Они блокируют активность тиоловых ферментов и в частности натрий-калий-АТ-фазу, в результате чего нарушается энергообеспечение натрий-калий насоса. И при этом уменьшается реабсорбция натрия в восходящем колене петли нефрона и усиливается почечный кровоток. Ингибиторы карбоангидразы. В результате ингибирования активности карбоангидразы существенно подавляется реабсорбция бикарбонатов в проксимальном канале, и это нарушает реабсорбцию натрий и H ионов, что увеличивает диурез. Тиазиды. Тиазиды, они угнетают котранспортную систему, вторично снижают активность натрий-калий-АТ-фазы. Астматические диуретики. Фильтруясь в почечных клубочках
и поступая в систему почечных канальцев, не реабсорбируется и поддерживает высокое осмотическое давление первичной мочи, тем самым препятствуют реабсорбции воды в канальцах. Ксантины. Ксантины увеличивают почечный кровоток и процессы фильтрации в клубочках. При этом уменьшаются процессы канальцевой реабсорбции электролитов и воды. Калий-сберегающие диуретики. Имитируя гидратированный ион натрия, они связываются с белком-переносчиком апикальной мембраны, в результате чего нарушается или блокируется вхождение ионов натрия внутрь клетки. Лекарственные диуретики, лекарственные растения усиливают кровообращение в почках и увеличивают их фильтрационную способность. Помимо других классификаций, мочегонные средства еще по влиянию на кислотно-основное состояние в крови делятся на 3 группы. Первое. Препараты, прием которых сопровождается выраженным метаболическим ацидозом. Это ацетозоламид, дихлорфенамид. Вторая группа. Препараты, которые при длительном применении вызывают умеренный метаболический ацидоз. Это амилорид, триамтерен и спирунолактон. Третья группа. Препараты при длительном применении, вызывающие умеренный метаболический алкалоз. При каких случаях применяются диуретики? Диуретики сильного действия применяются в таблетках. Первое – это при хронических отеках, обусловленных хронической сердечной недостаточностью, при циррозе печени и хроническом нефрите. Второе. Как препараты выбора при сердечной недостаточности с тяжелыми нарушениями гемодинамики. Третье. В комплексной терапии больных с гипертонической болезнью. Теперь диуретики сильного действия в растворах. В растворе. При каких случаях применяются внутривенно? Первое – это при остром отеке мозга и легких. Второе – при необходимости проведения форсированного диуреза, например, при острых медикаментозных отравлениях и отравлениях другими химическими веществами, выделяющимися преимущественно с мочой. Третье. Гиперкальцемия различного генеза. Четвертое. При гипертоническом кризе. И пятое. При острой сердечной недостаточности. Основные направления применения в клинике. То есть в клинике как применяются, в каких случаях применяются диуретики. Например, при острой сердечной недостаточности внутривенно вводятся мощные петлевые диуретики. Это фуросемид, урегид, буметамид. А также реже внутривенно вводят астматические диуретики, манитол. Так, при отечном синдроме, который возникает в результате хронической недостаточности кровообращения, нефротическом синдроме и при циррозе печени. При умеренно выраженном отечном синдроме препаратами выбора являются гипотиазид, клопамид, хлорталидом. А при выраженных отеках применяются петлевые диуретики. Это же фуросемид, урегид в достаточно больших дозах.
При необходимости назначаются калиесберегающие диуретики. Теперь синдром артериальной гипертензии. Применяются диуретики средней силы, если же петлевые, то в дозах меньших, чем при отеках. Эффективно сочетание салуретиков и верошпирона. При отеке головного мозга и глаукоме и при отравлениях применяются осмотические диуретики. Лазикс внутривенно. Для плановой терапии глаукомы применяется диакарб. Нежелательные или побочные эффекты диуретиков. При применении петлевых диуретиков и тиазидов чаще возникают гипокалемия, гипохлоремический алкалоз, гипомагниемия, гиперурикемия, гипергликемия и ототоксическое действие. Ингибиторы карбоангидразы. Это гипокалемия и метаболический ацидоз. Астматические диуретики. Гипонатриемия, гиперволемия. Калиесберегающие диуретики. Гиперкалиемия, гипонатриемия и азотемия. Антагонисты альдостерона. Гиперкалиемия, сонливость, кожные высыпания, гинекомастия. Основные принципы борьбы с гипокалиемией. Все мы знаем, что гипокалемия является одним из самых часто встречающихся побочных эффектов при применении диуретиков. Так, первый принцип – это прерывистое назначение мочегонных средств, вызывающих потерю калия. Дальше. Комбинирование их с калиесберегающими диуретиками. Ограничение натрия в пище. Обогащение путем богатой калием диеты. А также назначение препаратов калия. Препараты калия – это аспаркам и панангин. Редко встречающиеся осложнения при применении диуретиков. Интерстициальный нефрит, который возникает при применении тиазидов, фуросемида, панкреатит, поражение центральной нервной системы, снижение слуха, часто бывает при применении петлевых диуретиков, а также анемия, лейкопения и тромбоцитопения. Следующая подтема – это фармакология средств, влияющих на функцию миометрия. Классификация средств, влияющих на миометрии. Они подразделяются на три большие группы. Первая группа – это средства, влияющие преимущественно на сократительную активность миометрия, которая в свою очередь подразделяется на две подгруппы. Первая подгруппа – это усиливающие, это окситоцин, питуитрин, динапрост и динапростон. Вторая подгруппа – ослабляющие или же токолитические средства. Бета-2 адреномиметики, это фенотирол, сальбутамол, средства для наркоза, натрия оксибутират и разные средства, магния сульфат. Вторая группа – средства, повышающие тонус миометрия. Это препараты растительного происхождения, эргометриномалиат, эрготаминогидротартрат, экстракт спорынии и эрготал, а также синтетические средства, катарнина, хлорид. Третья группа – это средства, понижающие тонус шейки матки. К ним относятся атропин, динапрост и динапростон.
В каких случаях применяется окситоцин? Хочу отметить, что окситоцин, он сам по сути является гормоном, который вырабатывается в задней доле гипофиза. Так, окситоцин применяется для вызывания родовой деятельности. 2,5 единиц можно развести в растворе глюкозы или физраствора. При стимуляции родовой деятельности при затяжных родах, а также их остановке или инертности матки, препарат наиболее эффективен при преждевременном отхождении вод. И окситоцин широко применяется для остановки гипотонического маточного послеродового кровотечения, а также при осложненной беременности с целью искусственного вызывания родов. Простагландины. К ним относятся динопрост и динопростон. Механизм действия. Они оказывают выраженное стимулирующее действие на гладкую мускулатуру матки. Матка чувствительна к ним в любые сроки беременности. И эффективность этих препаратов очень высока, около 90%. Простагландины применяются для возбуждения и стимуляции сократительной деятельности матки в различные сроки беременности и для вызывания аборта. Средства, ослабляющие сократительную активность матки, или токолитические средства. Это бета-2-адреномиметики, фенотирол, сальбутамол, средства для наркоза, натрия оксибутират и разные средства, это магния сульфат. Чтобы закрепить тему, вы должны ответить на следующие контрольные вопросы. Что такое салуретики или диуретики? Второй вопрос. Назовите показания к применению мочегонных средств. Третий вопрос. Назовите показания к применению астматических диуретиков. Следующий вопрос. Назовите нежелательные эффекты диуретиков различных групп. Какие средства применяют для стимуляции родовой деятельности? В каких случаях показано применение веществ, повышающих тонус миометрия? Следующий вопрос. Какие средства могут использоваться для остановки маточных кровотечений? И с какой целью применяются лекарственные средства простагландинов? И домашнее задание для вас. Заполняйте следующую таблицу. Благодарю за внимание.